В эфире Абхазского телевидения еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В начале программы напомним о наиболее заметных событиях уходящей недели. 14 февраля в Сочи открылся Российский инвестиционный форум. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум ежегодно проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. В пленарном заседании форума «Факторы успеха, идеи, кадры, компетенции» приняла участие делегация правительства Республики Абхазия во главе с вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба. В составе абхазской делегации также были министр иностранных дел Даур Ковы, министр экономики Адгур Ардзенба, директор Госуправления Государственное инвестиционное агентство при Министерстве экономики Инар Гицба, директор госкомпании Абхазское морское пароходство Даур Ардзенба, руководители структурных подразделений Министерства Абхазии. В рамках Российского инвестфорума вице-премьер Республики Абхазия, министр финансов Джансух Нанба и губернатор Ненецкого автономного округа России Александр Цыбульский подписали меморандум о намерениях по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между субъектом России и Абхазией. Стороны отметили, что намерены и далее способствовать расширению взаимовыгодного сотрудничества, основанного на принципах долгосрочного партнерства. Сегодня подписали меморандум о намерениях. Это, конечно, на самом деле первый шаг к выстраиванию полноценного сотрудничества. Как я уже сказал, для нас крайне важно найти те взаимодополняющие точки для наших территорий, в которых мы могли бы быть взаимно полезны друг другу. В моем понимании мы могли бы начать именно с развития туристско-рекреационной сферы, понимая огромный туристический потенциал Абхазии в этом смысле. Мы все из детства помним те красоты, когда мы отдыхали в Сухуми и наслаждались этими прекрасными краями. Кроме того, с точки зрения развития двустороннего товарооборота, мне тоже кажется, здесь есть существенный потенциал для развития. Абхазия всегда славилась своими фруктами, овощами, выращенными в жарких условиях, полными витаминов, то, чего, конечно, нам на крайнем севере крайне не хватает. И если бы здесь мы смогли найти тоже возможность для сотрудничества, для совместно быть полезными друг другу, то, я думаю, и в этом направлении мы тоже могли бы поработать и тоже могли бы, наверное, быть полезными друг другу. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи также подписано соглашение между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы», целью которого является организация к 2020 году круизного сообщения между морскими портами Абхазии и России. Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов Абхазии и России Рауля Хаджиба и Владимира Путина в ноябре прошлого года. Правительство Республики Абхазия и администрация Краснодарского края подписали программу мероприятий на 2019-2021 годы в целях реализации соглашения между правительством республики и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве от 2009 года, а также в целях дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, увеличения взаимного товарооборота в 2019-2021 годах. Трехгодичный пошаговый план подразумевает реализацию мероприятий в промышленной сфере, в сфере агропромышленного комплекса, в сфере образования, науки и молодежной политики, в сфере культуры и казачества, в области физической культуры и развития спорта, в здравоохранении, развитии туристской индустрии, гражданского общества. Еще один значимый документ был подписан на этой неделе, но уже в Москве, в посольстве Республики Абхазия. Соглашение о сотрудничестве подписали Международный культурно-деловой центр Абхазии и Балтийское географическое общество. Это одно из первых соглашений, заключенных с организацией из страны, входящей в Евросоюз. Соглашение предполагает взаимодействие и обмен информацией, научно-практическим опытом между специалистами обеих сторон, проведение семинаров, конференций и конгрессов. Основными направлениями Балтийского географического общества являются популяризация географии, сохранение исторического наследия и экологии. Участники подписания соглашения также обсудили возможности сотрудничества в области развития двустороннего туризма и современных технологий, гостеприимства в курортной сфере. Соглашение о сотрудничестве с Балтийским географическим обществом подписано нами в интересах определенных организаций в Абхазии, заинтересованных. Я считаю, что плодотворное сотрудничество будет с Госкомитетом по туризму,
что Абхазский госуниверситет приобретет хорошего надежного партнера в лице Балтийского географического сообщества. Что мы можем извлечь из этого? Ну, безусловно, новые технологии в туризме, то есть европейские технологии в туризме, определенные моменты сотрудничества в научной сфере, может быть обмен студентами, может быть обмен информацией, какие-то научные конференции. То, что есть в Абхазии, да, климатические условия, культурные ценности и так далее, и Латвии, например, Прибалтийское море и Янтарь, они друг друга притягивают. И если на уровне, сперва на межправительственном уровне мы можем найти общие языки, общие пункты прикосновения, да, я думаю, что временем к этим нашим первым шагам, робким шагам, да, потянутся не только другие фирмы и другие концерны, да, но и потянутся и будут на нашу деятельность смотреть и уже на государственном уровне. Правительством Абхазии сделаны первые шаги в решении вопроса предоставления жилья гражданам Абхазии. На последнем заседании Кабинета министров был утвержден состав межведомственных исполнительно-распорядительных комиссий по двум целевым программам – обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и жилище-2021. На что направлены эти программы, какие вопросы они призваны решить, а также что предшествовало их появлению? Смотрите репортаж Беллы Кварчия. Осенью 2018 года для решения жилищных проблем граждан республики правительство Абхазии приняло два проекта программы по предоставлению финансовой помощи для приобретения жилья. Это жилище-2021 и обеспечение жильем отдельных категорий граждан. То, что проблема отсутствия жилья у молодых семей приобрела крайне острый характер, стало понятно после нескольких акций с захватом квартир. В 2015 году группа молодых семей заняла одну из многоэтажек в новом районе Сухума. Люди требовали у правительства решения жилищных проблем, так как им было тяжело оплачивать съемные квартиры и при этом обеспечивать своих детей. После переговоров с митингующими, участником которых был в том числе и будущий депутат парламента Гиви Кварчия, участники акции согласились на встречу с первым вице-премьером правительства Абхазии Шамилем Адзанба. Представители молодых семей объяснили ему свои действия желанием обратить внимание властей на их проблему. Наша цель – это не 39-й дом, улица Буместинская. Наша цель – с мертвой точки, на наш взгляд, сдвинуть процесс распределения жилья. Я лично уже 6-й год плачу за квартплату. За это время я более 300 тысяч отдал людям просто за то, что я живу в чужих квартирах. На той встрече Шамиль Адзанба упомянул программу Госкомитета по молодежной политике «Доступное жилье», которую тогда так и не удалось воплотить в жизнь. Адзанба, кстати, отметил, что необходимо организовать выдачу квартир нуждающимся в рассрочку. Но в тот момент концепция обеспечения жильем была не сформирована, и все же один из ее элементов уже был осознан. Я вот уверен, что вот это дело с мертвой точки сдвинется. Уже пойдет. Я не скажу, что из 1800 человек, стоящих в очереди, в первый год-два 1500 получат квартиры. Конечно, нет. Но сегодня мы должны делать это хотя бы сотнями, хотя бы какими-то десятками, сотнями людей должны будут получать свои квартиры. Позже случаи захвата домов повторились. Уже другая группа молодых людей потребовала предоставить им место жительства. В мае 2016 года Кабинет министров Абхазии принял постановление о выделении жилья 10 молодым семьям в Сухуме. Они получили квартиры в доме в районе Маяка. В 2017 году еще 6 семей получили крышу над головой в этом же доме. Встречи с митингующими побудили к решению жилищной проблемы парламентариев. По инициативе группы депутатов в бюджет 2018 года были заложены денежные средства на обеспечение жильем молодых семей. Разработка жилищной программы в Абхазии началась в мае 2018 года. В конце сентября того же года правительство Абхазии утвердило программу «Жилище-2021». На ее реализацию, как было озвучено на заседании Кабмина, необходимо 90 миллионов рублей. В программе, по мнению специалистов, были учтены интересы и гражданина, и государства. Эта целевая программа предполагает выделение средств и частичное возмещение этих средств обратно в бюджет на протяжении длительного периода времени. Итого у нас будет аккумулирование. То есть государство предоставляет средства именно нуждающемуся лицу, и именно это лицо, уже обладая собственностью на жилье, его вопрос в принципе концептуально уже решен, на протяжении длительного периода времени, который будет установлен в соглашении, компенсирует частично. Такого механизма у нас в Абхазии не было. Учитывая, что у нас банковский сектор как таковой в принципе не работает на
содействие лицам в приобретении жилья. У нас нет такого понятия, в принципе, как ипотека. У нас законодательно достаточно, к сожалению, много пробелов, которые нужно будет нам, наверное, впоследствии решать. Поэтому, мне кажется, тот механизм, который мы сейчас обсуждаем, он наиболее оптимален и наиболее приемлем. На последнем заседании Кабинета министров правительство сформировало 2 комиссии по 2 целевым программам – «Жилище-2021» и «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия». В их состав вошли представители исполнительной власти, депутаты парламента, представители общественных организаций и фондов. Целевая программа под названием «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия» рассчитана на 2019-2021 годы и предусматривает финансовую помощь в приобретении жилья наиболее уязвимым категориям граждан. На ее реализацию планируется выделить 30 миллионов рублей. Программа «Жилище-2021» тоже рассчитана на 3 года. Ее финансирование составляет 90 миллионов. Отбирать претендентов на участие в программе будет специальная комиссия. Она определит количество остро нуждающихся в жилье граждан. Затем начнется работа по созданию жилищной базы, в которую будет включена недвижимость, выставленная на продажу. Белла Кварчия для событий недели. Какие категории граждан попадают под действие целевых программ обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия и «Жилище-2021» и как будет осуществляться их реализация? Подробно в интервью нашей программе рассказал председатель комиссии, вице-премьер Астамур Кецба. Астамур Шамилович, в Абхазии разработаны 2 целевые программы обеспечения жильем льготных категорий граждан, особо нуждающихся в жилье. Расскажите подробнее об этих программах. Надо отметить, что обе государственные программы, они среднесрочные. Срок реализации с текущего 2019 года по 2021 год включительно. Статус программы президентский. Важно отметить, что ответственный орган и исполнительный орган программ – это Министерство труда, занятости и социального обеспечения граждан Республики Абхазия. Учитывая значимость поставленных в них социальных задач, предоставляется важно пояснить, как и в каком порядке наши граждане могут получить статус участника этой программы. То есть статус участника программы лица, претендующего на получение финансовой государственной поддержки на приобретение жилья для постоянного проживания. Это вы сейчас про первую программу говорите, да? И о категориях, Нет, которые это касается могут... программ, обе программы. Обе программы. Речь идет об их программах. Значит, и по той, и по первой, и по второй программе есть статус участника, понятно. Значит, в обязательном порядке участник должен соответствовать некоторым критериям и некоторым категориям. Во-первых, участник программы должен в обязательном порядке, он ранее не обладал и не обладает частной собственностью, то есть своим личным жильем на территории всей Абхазии. И фактически нуждается в предоставлении жилья для постоянного проживания. То есть, фактически человек бездомный. Или же продолжительное время уже на свои финансовые средства нанимает жилую площадь. Но мы будем учитывать его крайне затруднительное материальное положение и крайняя нужда именно в приобретении жилья. Вторая важная особенность – это проживает в жилом помещении, являющееся аварийным или же подлежащим сносу. Находится он в затруднительном материальном положении и сам не в состоянии улучшить свои жилищные условия, и при этом не обладает он иным жилым помещением. Также обязательно отметить следующий аспект. В рамках реализации этих обоих программ, главное, первая программа, реализация целевой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия, государственная финансовая помощь оказывается исключительно следующим категориям наших граждан. Во-первых, это должен быть гражданин Абхазии в обязательном порядке. Дальше. Обязательные категории. Первый – инвалид первой группы. В том числе инвалидам первой группы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Далее семьям лиц, погибших в Великой Отечественной войне народа Абхазии при исполнении служебных обязанностей, выполнении долга гражданина Республики Абхазия по спасению человеческих жизней, по охране собственности Республики Абхазия и правопорядка, пропавших без вести и приравненных к ним в установленном законном порядке.
Третье – детям, оба родителя которых погибли или же пропали без вести. У нас есть такие тоже. И последнее – это многодетным семьям, имеющим 4 или более детей. Вот это вот обязательные 2 критерии и 4 категории, которые будут учитываться при определении статуса участников этой программы. Вот вторая программа «Жилище-2021», да, она тоже работает именно на эти категории граждан? Именно работает на эти категории граждан. Но там другая стадия очередности, а потом уже перейду. Разница в программах только в очередности? Разница в программах есть, да. Предоставление очередности и плюс еще в части финансирования. Это потом уже конкретно отложу в дальнейшем. Надо здесь отметить, что еще в рамках реализации вот данной программы, вот именно первой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан республик, статус участника программы может приобрести лицо, вот, которое соответствует одной категории, вот, из этих, которых я перечислял. То есть, допустим, он ранее не обладал и не обладает на праве собственности жилым помещением, или же проживает в жилом помещении и подлежащем аварийному сносу. Или же исключительно одной из этих категорий граждан, что я 4 перечислил. Инвалид первой группы, далее семьям лиц погибшим во время Отечественной войны, детям, оба родителей которых пропали без вести или погибли, и многодетным семьям, имеющим 4 или более детей. Вот это то, что касается первой программы. Астамур Шамилович, помимо инвалидов первой группы и многодетных семей, а также тех категорий, которые вы перечислили, в Абхазии очень много людей, которые нуждаются в отдельном жилье. В том числе, в основном, это молодые семьи. Этот вопрос в разных странах мира решается по-разному. Где-то существуют специальные государственные программы строительства государственного бюджетного жилья. Где-то молодым семьям предоставляется возможность приобрести жилье в ипотеку под небольшие проценты на выгодных условиях. Как, на ваш взгляд, этот вопрос может быть решен в Абхазии? И может быть он решен в ближайшем будущем? Ирина, я думаю, что я буду прав, если скажу, что это впервые после военной Абхазии, когда как-то и в лице руководителя государства, и всех тех людей, которые занимались разработкой этих программ, повернулись как бы лицом к этой тематике. Это проблемная тема. Я вот могу твердо заявить, что вот если со дня освобождения Гагарского района мы бы крайне серьезно в интересах на молодой семьи, как вы говорите, мы бы занимались бы проблемами жилья, то она остро сегодня так не стояла бы. В действительности жилищная проблема, состояние общества в прямой зависимости от жилья, от условий жизни, энергоблагополучия семьи в прямой зависимости находится. Поэтому программы должны смелее разрабатываться в перспективе. Но мы сегодня не можем говорить о материальном благополучии нашего государства, но надеемся на перспективу. Эти программы надо развивать и, естественно, надо решать решительно все, что касается жилищных проблем. Другого выхода у нас не будет. Надо тут учитывать еще и износ наших строений, я имею в виду высоток. Они тоже когда-то дойдут, наверное, до кризисной черты. И тогда уже мы перед дилеммой резко встанем. Обеспечение жильем уже большой части нашего населения. В нашей стране плотность населения одна из самых небольших в мире. И в то же время, когда едешь по территории Абхазии, и на первый взгляд замечаешь очень много полуразрушенных и, казалось бы, бесхозных домов, зданий. Почему нет такой возможности перераспределения между нуждающимися в жилье этих помещений? И в такой ситуации, когда стоит острый вопрос нехватки жилья, почему вопрос инвентаризации жилого фонда и составление земельного кадастра все время оттягивается? Как вы думаете? Ну, я думаю, что на раннем этапе еще, я имею в виду послевоенный период, это кому-то было невыгодно, неинтересно. Жилищная тематика, она представляет определенный интерес для определенной категории граждан. Вот я еще раз повторюсь, что вот, в принципе, этот вопрос прямой зависимости от предыдущего вопроса. Значит, жилищная тематика, она должна разрабатываться очень компетентными людьми. Это должно быть желание целой команды. То есть, я имею в виду, начиная от системы правоохранительных структур, от решительности глав администрации городов и районов,
Но поскольку мы не любим кого-то обижать, там, вряд ли сегодня реально кого-то откуда-то выселять и вместо него вселять туда нуждающийся человек. Такой сознательности, к великому сожалению, в нашем обществе сегодня привидится, по крайней мере, я так думаю. Повторюсь еще раз, надо очень продуманно, соответствующими, знающими это дело людьми наступательно решать эти вопросы. Вы говорите, бесхозного жилья много в Абхазии, а вы мне укажите на один дом, где он бесхозный. Ну, это кажется со стороны, что он бесхозный. Ну, это кажется, да. Кажется. Потому что он в заброшенном состоянии, в полуразрушенном. Кажется, что там никто абсолютно не следит за этими зданиями. Мы, например, в свое время в Гагрском районе полностью провели инвентаризацию жилья. Полностью. И это нам очень помогло. Я сегодня допускаю, что большой процент квартир в Гагрском районе, да, они просто закрытые стоят. Открываются не только в летний курортный сезон. Кто как сумел, так подбирался к квартирам в ранней стадии. Поэтому вряд ли вы свободных квартир сегодня найдете, например, свободную квартиру в Гагрском районе. Но они хотя бы оформлены, они все собственники этих квартир платят налоги. У каждого жилья должен быть свой хозяин, безусловно. Это другое дело при выдаче, вот, нуждается он или нет, но это уже зависит от порядочности соответствующих жилищных структур. Вы понимаете, чего в помине не было в свое время. И мы сегодня все это как бы разгребаем, вот, все эти проблемы. Потому что на ранней стадии, еще длительное время назад, в середине 90-х годов, когда пустых квартир было просто в изобилии, мы на это не обращали внимания. Мы как-то не подумали о перспективе. Мы как-то не думали о том, что в году 2018-2019, да, у молодых семей возникнут проблемы в жилье. А сегодня это реальная проблема существует. И надо начинать эти проблемы решать. Я считаю, что уже надо строить жилые городки современные для молодых семей. Надо просто правильно выстроить структуру строительства, надо рассчитать всю экономику, надо учесть интересы государства. Надо приступать к этому, не боясь. Потому что любое государство мира сегодня борется за население свое. Мы должны учитывать наши проблемы. Потому что мы же ждем роста населения. Хотим же этого. А куда мы их денем-то, людей? Мы принимали в ранней стадии, в 90-е и начале 2000-х очень много ошибочных законодательных актов, нормативных документов. В частности, допустим, разрешение прописывать там двоюродных сестер, там двоюродных братьев. Вот эти все ошибки, в принципе, опустошили наше село. Начали забывать понятие «отчий дом». Люди переезжают, идет большая демография в наших городах. Но, по крайней мере, первый шаг уже сделан. Посмотрим, что дальше получится. Вот возвращаясь к этим программам целевым, на реализацию этих программ в бюджет страны заложено порядка 120 миллионов рублей. Расскажите немного вот о процедуре. Как будет решаться вопрос первоочередности предоставления финансовых средств отдельным категориям? Ну, смотрите, вот мы говорили о программе номер 1, обеспечение определенной граждан. А вот в программе номер 2 там своя специфика вот, установленной очередности. Государственная программа «Жилище-2021» устанавливает порядок оказания финансовой помощи и устанавливает следующую очередность. Это внеочередное предоставление. Далее идет первоочередное предоставление и предоставление в обычном порядке. Вот внеочередное предоставление – это в первую очередь инвалидам второй группы Отечественной войны по данной программе. Далее лицам, получившим инвалидность второй группы при выполнении своих служебных обязанностей. Вот. Первоочередное предоставление предполагается многодетным семьям, имеющим 3 детей, лица, на иждивении которых находится ребенок-инвалид, лицо, не достигшее 18 лет, являющееся инвалидом, да, или же инвалид с детства. Вот иные граждане, вот, не отнесенные вот ни к одной из указанных категорий, вправе претендовать на получение государственной финансовой помощи в обычном, но не исключительном порядке, установлен данной программой. То есть желающие там взять финансы, допустим, вот по именно жилище 2021 при отсутствии вот этих высших пунктов, они уже могут, естественно, претендовать тоже на получение государственной финансовой помощи в обычном порядке. Есть ли уже результаты какой-то работы комиссии и сколько человек, вот списки уже какие-нибудь составлены? Мы уже на следующем заседании, вот на той неделе, мы уже утвердим все эти документы, проекты договоров
соглашения, все, и уже начинаем работать, обрабатывать всю документацию, которая у нас уже в производстве. У нас несколько сотен заявлений лежит просто на желание вот стать участником этих программ. Поэтому подробнейшим образом мы изучим все эти материалы и уже начинаем дальше работать. А какая схема сама вот на деле, как она будет работать? Ну, вот граждане сами будут искать жилье или... Вот я вот иду к этому. Что касается объемов финансирования вот данных государственных программ, вот по программе «Жилище» 2021 выделенные средства республиканского бюджета и в парламенте уже это вот получило утверждение 90 миллионов. То есть в этом году, уже в 2019 текущем году будут потрачены 30 миллионов, а последующие 2 года, соответственно, также по такой же сумме. А что касается вот первой программы обеспечения жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия, там общая сумма 30 миллионов, по 10 миллионов на каждый год. Вот так запланировано. То есть общая сумма составляет 120 миллионов рублей и осуществляется вот в течение 3 лет, 2019, 2020 и 2021 год. Вот такой порядок. Очень интересно следующее. Вот программа устанавливается максимальный размер финансовой помощи. То есть человек не может, да, там выбрать себе дом за 5 миллионов за 5 рублей миллионов, и за 10 претендовать? миллионов нет. Программа устанавливается максимальный размер финансовой помощи, предоставляемый одному участнику, вот непосредственно участнику этой программы, 500 тысяч рублей. И по 100 тысяч рублей на каждого члена его семьи. То есть на его супругу, там, на несовершеннолетних детей. Это все приплюсовывается к этим 500? Приплюсовывается к этим 500 тысячам. По 100 тысяч рублей на каждого члена семьи. Я повторюсь, там, значит, учитывается супруга, несовершеннолетние дети и родители, если они не трудоспособны и проживают с ними. Это по обеим программам. Различие этих программ в том, что по первой программе безвозвратные деньги. Это выделяет государство нуждающимся. А вот по второй программе «Жилище 2021» эти деньги подлежат возврату. Это своего рода заем получается? Да, заем получается, своего рода как ипотека. Значит, форма данного соглашения о финансовой помощи будет опубликована. Это соглашение будет заключено между участником, который прошел требования комиссии, так и между Министерством труда, занятости и социального обеспечения населения, соответствующим соглашением. Вот проект этого соглашения будет опубликован в прессе. Вот, и вот сумма ежемесячного платежа вот по соглашению, вот, по второй программе «Жилище 2021» не должен превышать размер прожиточного минимума, ежемесячно оплачиваемый. Вот, я, насколько помню, последние месяцы прошлого года прожиточный минимум был 6720 рублей с копейками. То есть ежемесячно выплачиваемая сумма не должна превышать вот промежуточный минимум. Эта сумма еще и беспроцентная, да? Она беспроцентная, да. Но она возвратная. Мы на следующем заседании будем обсуждать вопрос. Если там 2 или 3 месяца человек уже видно, что не собирается оплачивать, тогда мы, естественно, уже в соответствующем порядке будем его выселять оттуда, расторгать соглашение. Уровень воды в Джварском водохранилище достиг критической отметки. Если в ближайшее время не пойдут сильные дожди, то необходимо будет принимать экстренные меры. Наша съемочная группа побывала на плотине Ингургэс и убедилась, что уровень воды действительно предельно низкий. Ингурская гидроэлектростанция – крупнейшая ГЭС на Кавказе. Ее мощность составляет 1300 мегаватт. Среднегодовая выработка – 4 миллиарда 430 миллионов киловатт-час. Ингурская ГЭС находится на границе Абхазии с Грузией. В Абхазии – само здание ГЭС и часть туннеля, а также 4 перепадные станции. На территории Грузии находятся плотина, водоприемник и другая часть тоннеля. Главный ресурс, за счет которого производится электроэнергия, конечно же, вода. И вот этого ресурса в этом году катастрофически мало. Плотина Ингурской гидроэлектростанции находится в Цаленджихском районе Грузии. Длина водохранилища составляет почти 25 километров. Для нормального функционирования гидроэлектростанции уровень воды должен доходить почти до верхней отметки склона. Если вы обратите внимание, то почти до того места, где начинается лес. Как вы сейчас видите, уровень воды находится в критически низком состоянии.
В зимний период времени вся выработанная на ГЭС электроэнергия поступает в Абхазию, говорят специалисты. Но если смотреть в годовом разрезе, то 52% уходит в Грузию и 48% получает Абхазия. Сейчас потребление Абхазии в сутки составляет 7 миллионов 800 тысяч киловатт-час, и каждый день уровень водохранилища падает на метр. В сутки в водохранилище поступает порядка 32 кубометров воды. Это может обеспечить выработку 2,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. А Абхазия на сегодняшний день потребляет почти 7,5 миллионов киловатт. Если при полном водохранилище уровень воды составляет 510 метров от уровня моря, то сегодня вода опустилась ниже эксплуатационного уровня и достигла отметки 438 метров. Правда, есть аварийный запас еще 18 метров, но этой воды при такой же нагрузке хватит максимум на 20 дней. Ограничение потребления электроэнергии или же возможность организации импорта из России – единственный выход из сложившейся ситуации. Если продолжится такими темпами сработка водохранилища, то к 1 марта, в начале марта уже, через 20 дней, ресурс абсолютно будет исчерпан. И станции грозит остановка просто. И надо принимать срочные меры, то есть или импорт соседних стран, или в первую очередь, наверное, ограничения. Полноводие начинается обычно после 10-15 апреля. Так что нам еще впереди 40 тяжелых дней. Ливан Мибоня также рассказал журналистам об общей ситуации на гидроэлектростанции. Ремонт деривационного тоннеля, о котором идет речь не первый год, планируется осуществить в 2020 году. Станция будет остановлена на 3-4 месяца. Туннель, деривационный туннель, с помощью которого подается вода от водохранилища к турбинам, в аварийном состоянии. Мы останавливали на 10 дней в 2017 году. С целью осмотра и уточнения объемов работ. И надо приступать к срочному этому делу. Повышение фильтрационные расходы из туннеля, там, поврежденные места. Но я думаю, что в 2020 мы остановим, в течение 4 месяца справимся с этим. Но это уже точно или тоже пока предположительно? Нет, мы сейчас проводим тендер с целью выявления потенциального исполнителя работ. Деньги есть, бюджет есть. Осматривая плотину, мы заметили, что при дефиците воды она все же вытекает из водохранилища. Как сообщил Ливан Мибоня, это связано с заиленностью дна водохранилища. И чтобы вода не вытекала самопроизвольно, необходимо отремонтировать механизм глубинных водосбросов. С помощью этих водосбросов регулируется уровень воды в водохранилище вперед паводка. Вот сейчас вы видите маленький строй, небольшую. Это из-за того, что надо его ремонтировать, менять уплотнение. Но, к сожалению, уже уровень ила водохранилища достиг до порога вот этого водосброса. И затвор со стороны не можем поставить на свое место. Поэтому в программе реабилитации предусмотрена очистка водохранилища от наносов ближе к плотине. Это около 500 тысяч тонн ила надо выкачивать и освобождать место. Программа реабилитации Ингургэс была запущена в 2003 году. С тех пор за счет средств Европейского банка развития, предоставленных Грузии в кредит, проведены 3 этапа ремонтных работ. Впереди 4-й этап, который будет начат в конце текущего года. С проблемой дефицита электроэнергии в зимне-весенний период Абхазия сталкивается не первый год. И, как отмечают специалисты, это связано с увеличением потребляемой энергии населением страны. В то же время каждый из нас часто становится свидетелем нерационального ее использования. Единственный способ все упорядочить – это установить на всех объектах жизнедеятельности счетчики. Только в этом случае граждане станут бережнее относиться к электричеству и не будут без необходимости включать свет, понимая, что за него придется платить. Итак, уровень воды в Джварском водохранилище критический. Какое же будет принято решение в связи с возникшим дефицитом электроэнергии? Ситуацию прокомментировал генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария. В этом году у нас сложилась ситуация, при которой у нас есть дефицит. По сути, дефицит воды, который трансформируется в дефицит электроэнергии. И эти дефициты, их избегать можно только 2 путями. Первый путь – это
посредством веерных отключений. И второй путь – это, конечно же, получение перетока, то есть компенсации того дефицита электроэнергии, которого не хватает для потребления Республики Абхазия. На данный момент правительство занимается решением вопроса по получению перетока из Российской Федерации. Это межправительственные взаимоотношения. Конечно, мы очень надеемся на то, что это взаимодействие приведет к тому, что мы получим этот переток для прохождения, скажем так, зимнего и весеннего максимума. Если вдруг такая ситуация не сложится, мы, конечно же, должны уменьшать свое потребление. В первую очередь, конечно, хочется обратиться к нашим жителям для того, чтобы они максимально экономили электроэнергию, потому что экономия электроэнергию, мы экономим воду, и это в конечном итоге не приведет к остановке Ингургэса. Конечно же, хочется надеяться на то, что мы получим переток, и переток мы должны получить буквально в течение нескольких дней. В случае, если этого не произойдет, мы объявим о введении веерных отключений. В Центральном выставочном зале Сухума открылась фотовыставка, посвященная 85-летию Союза писателей Абхазии. На выставке было представлено более 110 фотографий, рассказывающих об истории национальной литературы. Выставку посетил президент Рауль Хаджимба. Почти все фотографии собраны из личных архивов авторов. Здесь и самые первые фото, сделанные в середине прошлого столетия, снимки, на которых запечатлены абхазские писатели со своими знаменитыми на весь мир зарубежными коллегами и политическими лидерами разных стран. Наряду с фотографиями на выставке были представлены и уникальные книжные издания прошлого века, предоставленные Национальной библиотекой имени Ивана Папаскир. Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия объявляет о начале конкурса сочинений на тему «Герои Фазиля Искандера, которые мне дороги». Конкурс проводится среди учащихся 8, 9 и 10 классов общеобразовательных школ Абхазии, сообщается на официальном сайте организации. Для участия в конкурсе необходимо направлять свои работы в представительство Россотрудничества в Республике Абхазия по адресу город Сухум, улица Генерала Дбар, дом 3 или на электронную почту конкурса. Конкурс 19@mail.ru. Победители конкурса могут быть рекомендованы для участия в образовательной поездке «Здравствуй, Россия», а призеры будут награждены соответствующими дипломами. Работы принимаются с 13 февраля до 4 марта. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.